Уважаемые гости, преподаватели, сотрудники и студенты нашего университета, мы рады приветствовать вас на торжественном открытии выставки, посвященной супругам профессорам Сергеевым, 70-летию Валентины Ефремовны и 80-летию Тихона Сергеевича. В чьего имени Ульянова много семейных династий, которые посвятили свою жизнь служению науке и образованию, оставили заметный след в полувековой истории вуза. Среди них и семья Сергеевых. Университет по праву гордится профессорами Сергеевыми, которые стояли у истоков создания Чувашского государственного университета и внесли достойный вклад в развитие исторической, педагогической, биологической и медицинских наук, физической культуры и спорта, подготовку кадров высшей квалификации. Общий научно-педагогический стаж работы супругов Сергеевых в университете составляет 85 лет. Поздравить с юбилеем известных ученых пришли друзья, коллеги, родные и близкие люди. В судьбе ученых есть много общего. Они оба уроженцы Канашского района. Тихон Сергеевич родился 28 февраля 1938 года в деревне Новые Мамеи, а Валентина Ефремовна 2 декабря 1943 года в деревне Средние Татмаши. Их детство пришлось на трудные военные и послевоенные годы. Они оба окончили Чувашский государственный педагогический институт имени Ивана Яковлевича Яковлева.
Валентина Ефремовна – биолого-химический факультет, а Тихон Сергеевич – историко-филологический. Сергеевы большую часть своей трудовой деятельности посвятили работе в Чувашском государственном университете, Центре науки и культуры Чувашии. Тихон Сергеевич проработал в нашем университете 37 лет, а Валентина Ефремовна 48 лет и продолжает трудиться в нашем университете. С 1967 по 2004 год Тихон Сергеевич трудился в университете на разных должностях: доцентом, старшим научным сотрудником, профессором кафедры истории СССР, кафедры средневековой и новой истории Отечества. С 2006 года он заведует кафедрой в Чувашском государственном педагогическом институте отечественной истории и права. Валентина Ефремовна Сергеева с 1970 года работает в нашем университете. Она прошла путь от ассистента до профессора. За заслуги в области образования, научной и педагогической деятельности Сергеевы отмечены почетными званиями, ведомственными и правительственными наградами. Тихон Сергеевич является заслуженным работником культуры Чувашской ССР, почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации, действительным членом Международной академии наук педагогического образования, действительным членом Академии наук СССР, членом-корреспондентом Российской академии естествознания. А Валентина Ефремовна – заслуженный работник народного образования Чувашской АССР, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, заслуженный профессор нашего университета, член-корреспондент Российской академии естествознания, почетный профессор Международной академии технологий и образования. Для открытия выставки слово предоставляется Олегу Николаевичу Широкову, председателю первичной профсоюзной организации работников ЧГУ, декану историко-географического факультета. Уважаемые друзья и, конечно же, наши дорогие студенты, почему сегодня проводится эта фотовыставка и почему мы встречаемся с этими людьми? Не потому, что они уже отпраздновали золотую свадьбу, а потому что это золотой фонд всей системы образования Чувашской Республики. Это люди, которые относятся к особому поколению. Это поколение, опаленное войной. И вот та энергия, кипучая энергия, которая и у Тихона Сергеевича, у Валентины Ефремовны, ну, я думаю, хватит на 10. Она всегда нас потрясала. Тихон Сергеевич мой учитель. Вот то, что здесь говорилось, то, что он работал здесь, подтверждаю на своем личном примере. Это действительно так. Это педагоги от Бога, ученые, исследователи, которые видят в каждом студенте личность. Наверное, это очень важно. И их вклад в развитие Чувашского государственного университета и педагогического университета – это вклад очень весомый. Уважаемые чита Сергеевых, те вот скупые цифры, данные, которые были приведены, ну, конечно же, они не могут полностью подчеркнуть те чувства и эмоции, которые мы испытываем. Осознание того, что вы с нами в строю, это удивительная вещь. Валентина Ефремовна, вы выглядите, конечно же, всегда на 20 лет. И ваш юбилей, это, для нас это юбилей прекрасной женщины, матери, сейчас уже бабушки, и всегда 20 лет. А потому что душа молодая, это самое главное. И вот то, что и Тихон Сергеевич до сих пор в строю, ведь о многом говорит, о многом свидетельствует. Это не просто заслуженные люди, да? Это люди, которые составляют наш золотой фонд, наших преподавателей. На них надо всегда ориентироваться, брать у них пример. Поэтому, уважаемые дорогие, Валентина Ефремовна, Тихон Сергеевич, от всей души. И профсоюзная организация, она очень многим обязана вам.
Валентина Ефремовна до сих пор является членом профсоюзного комитета нашего правкома работников. И ее очень и очень ценят и республиканский комитет. И об этом знает и Москва. Не так давно вот Валентина Ефремовна мне посчастливилось встретиться с Меркуловой. Лично сидели вот бок о бок рядышком. Это действительно так. На встрече с министром образования. И позвольте мне, пользуясь вот такой торжественной обстановкой, вручить Валентине Ефремовне Сергеевой, председателю профбюро медицинского факультета Чувашского государственного университета, профессору кафедры, я сокращу, медицинской биологии, за активную работу по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов педагогических работников почетную грамоту Общероссийского профсоюза образования, председателя профсоюза Меркулов. Профессора Сергеевы успешно сочетают учебно-методическую и организаторскую работу с научно-исследовательской работой. Тихон Сергеевич создал свою научно-педагогическую школу «История государственных учреждений России». Подготовил 1 доктора и 9 кандидатов наук. Валентина Ефремовна основала научную школу «Гистохимия биогенных аминов в морфосоциальном состоянии органов и тканей в норме и эксперименте». Подготовила 2 докторов медицинских наук и 16 кандидатов медицинских наук. Слово представляется Валентине Николаевне Диамидовой, доктору медицинских наук, профессору, декану медицинского факультета. Добрый день, уважаемые юбиляры Валентина Ефремовна, Тихон Сергеевич, уважаемые члены семьи Сергеевых, уважаемые коллеги, уважаемые студенты. Эта неделя знаменательна не только для Чувашского государственного университета и не только в целом для Чувашского региона и не только для Российской Федерации, потому что эта неделя посвящена празднованию празднику Валентины Ефремовны Сергеевой и Тихона Сергеевича. Это пара ученых. Многие их достоинства Ольга Николаевна уже сказала в своем выступлении, Олег Николаевич тоже добавил, но я хочу отметить еще следующий момент. Как говорят, талантливый в одном человек, если от природы дано, то талантлив во всем. Кроме того, что много достижений у этой золотой пары в науке, я хочу отметить еще такой замечательный момент. Чета Сергеевых имеет награду, которую также получают самые достойные семейные пары. Не только те, кто проживает вместе, совместно, 50 и более лет. Это самая достойная пара, которая была удостоена ордена за любовь и верность. И это действительно пример семьи для подражания не только для своих детей и внуков и правнуков, но и для всех, уважаемые наши студенты, прежде всего для нас, для всех. На сегодняшний день институт семьи, к сожалению, потерял свою значимость. И поэтому мне бы хотелось, чтобы это также было примером для всех, для нас и для студентов, для всех обучающихся в Чувашском университете и всей молодежи. И, уважаемые студенты, также хочу отметить именно для вас такой момент. Те научные исследования, которые Валентина Ефремовна начала еще в 70-м году, они были на том этапе, это были очень новые исследования, и были они посвящены иммуногистохимическим исследованиям. На сегодняшний день эта работа, эти исследования широко внедрены в клиническую практику и сохраняют до сих пор свою актуальность, потому что сегодня, как в онкологии,
так и при диагностике гематологических заболеваний уже без иммуногистохимических исследований не ставится и диагноз не выставляется, и не назначается даже соответствующее лечение. И поэтому настолько важны были то начало, которое положила в свое время Валентина Ефремовна, и действительно ее можно назвать началом, то есть основателем школы данного научного направления. И я, конечно, больше слов говорю про Валентину Ефремовну, это и понятно почему, потому что она уже почти 50 лет трудится и не перестает, неустанно продолжает дальше работать, и будем надеяться, что она дальше с нами будет успешно работать. Почти 50 лет на медицинском факультете. И эти годы, они не просто монотонная работа, они принесли свои успехи и в науке, и в обычном труде, повседневном труде, ну и, естественно, в профсоюзной, и не только в профсоюзной, в общественной жизни университета и в целом Чувашского региона. Огромное спасибо вам, Валентина Ефремовна, за вашу работу, Тихон Сергеевич, вам за то, что вы сумели вместе, совместно достигли тех высот, что каждый вам может позавидовать белой завистью. И, естественно, слова поздравления, которые мы на этой неделе, начиная с понедельника, вернее, даже с воскресенья прошлой недели, начали говорить в адрес Валентины Ефремовны и Тихона Сергеевича, мы продолжаем и неустанно повторяем. Спасибо вам. Еще раз наши самые искренние, сердечные поздравления. Будьте здоровы, будьте с нами и дальнейших вам успехов. Спасибо огромное еще раз. Профессора Сергеева – активные участники всероссийских и международных научных конференций, симпозиумов, конгрессов. Валентина Ефремовна является автором 490 научных трудов, в том числе 9 монографий, 11 учебных и 24 учебно-методических пособий, 3 изобретений и 3 распродолжений. Тихон Сергеевич является автором 480 научных трудов по истории и культуре Чувашии, в том числе 24 монографий и 40 учебно-методических пособий, а его книга «Научно-педагогическое наследие Ильи Николаевича Ульянова и современность» была представлена в Парижской международной книжной выставке. Слово представляется Екатерине Анатольевне Ильиной, декану факультета истории, управления и права Чувашского государственного педагогического университета. Студенты нашего университета, которые приехали сегодня поздравить эту творческую читу с этим праздником, я хотела бы добавить несколько слов, несколько черт в адрес Тихона Сергеевича. Он работает в нашем университете более 20 лет. И на сегодняшний день это один из самых активных преподавателей по всем направлениям работы факультета. Это преподаватель неравнодушный к организации учебного процесса, неравнодушный к студентам, неравнодушный ни к одному из тех видов работы, которыми живет факультет. Если проводится мероприятие Роснации, Лыжня России, у нас впереди Тихон Сергеевич. Не нужно говорить, не нужно просить. Тихон Сергеевич заведет своей энергией всех окружающих и будет впереди всех тех, которые принимают участие в этих соревнованиях. Тихон Сергеевич никогда не пройдет мимо той проблемы, которая на сегодняшний день стоит на факультете. Первый подойдет и первый спросит, чем помочь, что нужно, что необходимо сделать. И постоянно является примером для подражания как молодым преподавателям, так и сегодняшнему заведующему кафедрой, постоянно делает ему какие-то замечания и дает советы полезные. Тихон Сергеевич достоин всех слов положительных и добрых слов. И этого списка наверняка не хватит для того, чтобы охарактеризовать его в полной мере. Я думаю, что студенты также присоединятся ко мне. Мы еще раз вас поздравляем. Слово представляется Олегу Николаевичу Викторову, начальнику управления
что ж, вам повезло, что у вас ведет занятие такая великолепная, красивая, умная женщина. Одна из любимых студентами всей поколения, преподавательница, профессор собственных наук. Мне повезло еще в 1983 году, я познакомился с семьей Сергеевым. Мне повезло то, что я ухаживал за этой молодой женщиной. Валентина Евгеньевна, Никита Сергеевич хотели, чтобы я зятем, но ему 17, а мне 25. Это сейчас нормальное явление. А тогда вот это, а потом она мне сама призналась. Жаль, что я потерял себя. Дорогие друзья, я хотел поздравить вас, Никита Сергеевич. Ваша тебе солнышко, дай поцелуйся. Сказать спасибо. Merci. Пожелаю хорошего здоровья, чтобы всегда вы были с нами, рядом нашей студентской молодежи. Спасибо. Тихон Сергеевич и Валентина Ефремовна – талантливые ученые, педагоги, являются душой коллектива, обладают способностью сплачивать людей. Профессоров Сергеевых знают, ценят и уважают не только коллектив вуза, но и его многочисленные ученики далеко за пределами нашей страны. Слово предоставляется Надежде Витальевне Корсаковой, доктору медицинских наук, профессору, ученице Валентины Ефремовны. Большое спасибо за предоставленное слово. Я приветствую, искренне рада приветствовать моего дорогого учителя Валентину Ефремовну Сергееву, ее супруга Тихона Сергеевича, и поздравляю с этим прекрасным юбилеем и с открытием такой замечательной и многогранной выставки. Уже до начала выставки успела ознакомиться с фотографиями, которые здесь представлены, и скажу, что узнала новые грани своих уважаемых учителей. Но вспоминая о том, как мы познакомились, это был скорее не какой-то день, а период знакомства, потому что с Валентиной Ефремовной мы познакомились в мои студенческие годы, когда я была студенткой медицинского факультета. Валентина Ефремовна была преподавателем, конечно же, вела у нас занятия по предмету биология. И начиная практически с первых дней этих занятий, она увлекала нас своим предметом. Но не только предметом. Она увлекла и своими человеческими качествами. А студент – это очень нежное существо. Тем более первый курс вдали от дома. Ему очень ценно и важно видеть и чувствовать любовь и уважение преподавателя. Все это мы чувствовали от Валентины Ефремовны и отвечали ей тем же. Сегодня много воспоминаний, и в воспоминаниях этих студенческих каждый очень тепло вспоминает то время, те занятия, ваши слова. Валентина Ефремовна относилась ровно, уважительно и к своим коллегам, и к студентам, и во время практических занятий, и вне учебной работы. Она создавала особую атмосферу вокруг себя. Эту атмосферу мы чувствуем до сих пор и сейчас. Она непрерывно окружает ее. Это атмосфера доброжелательности. И в этой атмосфере, конечно, все ученики имели возможность раскрыть свой потенциал, реализовать свои планы, мечты. Валентина Ефремовна создавала эту атмосферу, но она не была тепличной. Это была и особая система воспитания, потому что Валентина Ефремовна, и с ней делились ученики своими трудностями, она настраивала своих учеников на преодоление этих трудностей, на борьбу, на достижение результата, который не бывает без труда. И вот теперь, по истечении большого количества лет, получив также определенный опыт педагогической работы, можно вспомнить, и теперь уже по-новому осознаешь, возможно, глубже слова
нашего великого русского писателя и мыслителя Льва Николаевича Толстого, который говорил о том, чем труднее учителю учить, тем легче ученику учиться. Поэтому огромное вам спасибо за ваш труд. Желаю вам и вашему супругу Тихону Сергеевичу, чтобы ваш труд, чтобы плоды вашего труда всегда ценились, уважались. Желаю вам доброго здравия и желаю вам долгих и счастливых лет семейной и творческой жизни. Слово предоставляется Наталье Николаевне Голубцовой, заведующей кафедрой общей и клинической морфологии и судебной медицины. Уважаемые коллеги, студенты, я с 2000 года работаю с Валентиной Ефремовной на одном этаже корпуса М медицинского факультета. И за 18 лет хочется отметить, что она всегда очень доброжелательно, с уважением относится и к коллегам, к нам, когда-то так начинающим ассистентам, да, потом доцентам, дальше растущим специалистам каким-то, так и к студентам. Это уважительное, доброжелательное отношение хочется, чтобы вы, уважаемые студенты, переняли и тоже в себе как-то воспитывали. И Валентина Ефремовна всегда полна оптимизма. Она всегда верит в лучшее, в хорошее, во все доброе и видит только хорошее в людях. И это тоже качество, которое заслуживает внимания. И я очень благодарна Алине Тихоновне за то, что она для своей мамы, Валентины Ефремовны, сделала такую выставку, потому что это ее усилиями, мне кажется, выпущен сейчас большой труд, который систематизирует все заслуги Валентины Ефремовны, Тихона Сергеевича. Называется он «Научное наследие», научно-педагогическое наследие Валентины Ефремовны Сергеевой. Видите, представлено тоже на выставке. Поэтому я желаю вам здравия, и чтобы вы вместе, поддерживая друг друга, и дальше работали, и радовали тоже нас. Спасибо. Слово предоставляется Леониду Николаевичу Иванову, доктору медицинских наук, профессору кафедры нормальной и патологической физиологии. Уважаемые коллеги, дорогие студенты и самые уважаемые на сегодняшний день люди среди нас – это юбиляры Сергеева. Мы, друзья, собрались сегодня по замечательному случаю в стенах нашего родного университета, по случаю юбилея Валентины Ефремовны Сергеевой, профессора, и профессора Тихона Сергеевича, профессора педагогического университета. Этот факт свидетельствует о том, что педагогический университет иногда получает хороших, добрых, сильных педагогов. Из Чувашского госуниверситета Тихон Сергеевич работал в свое время в нашем университете. Меня лично новейшая история связывает и с Валентиной Ефремовной, и Тихоном Сергеевичем. С Валентиной Ефремовной мы почти одновременно начали свою педагогическую деятельность в стенах нашего университета, медицинского факультета. Валентина Ефремовна является великолепным педагогом, ученым, организатором. Организаторский ее талант полностью раскрылся, когда она начала работать в деканате. А ученые достоинства Валентины Ефремовны, я так полагаю, заложены ее учителем Диной Семеновной Гордон. Дина Семеновна Гордон
подготовила ее как доктора наук и сумела привить любовь к науке, нейроиммуногистохимии. Валентина Ефремовна сегодня замечательным образом продолжает это наследие Дин Семеновны Гордон. А с Тихоном Сергеевичем мы по сегодняшний день совместно трудимся в стенах Чувашского национального научного центра Чувашской Республики, который, к сожалению, пока не является государственным учреждением, сегодня является общественной организацией. Тихон Сергеевич является там действительным членом Чувашской национальной академии искусств, науки и искусств. А я, как первый вице-президент Чувашской национальной академии науки и искусств, с ним постоянно сотрудничаю. Вот мы недавно провели круглый стол. Великолепное событие, посвященное 170-летию патриарха чувашского образования, науки, культуры Ивана Яковлевича Яковлева и 150-летию образования Чувашской Симбирской учительской школы. Вот этот круглый стол мы проводили, наша академия, совместно с Чувашским госуниверситетом, педагогическим университетом, национальной библиотекой. Событие оказалось настолько кстати, продолжением наследия Ивана Яковлевича Яковлева. Я когда договаривался с ректором нашего университета о проведении этого круглого стола, наш ректор Андрей Юрьевич очень активно поддержал это событие и от начала до конца отслеживал, как проходит это мероприятие. Так вот, Тихон Сергеевич там выступил с сообщением, как продолжатель лучших традиций чувашских историков Кузнецова, Денисова, Каховского и других, великолепным сообщением. Сообщение очень понравилось студенческой аудитории. Студенты ко мне подходили, потом сказали, как мы рады быть участником такого замечательного события, где очень ярко отслеживалось наследие Ивана Яковлевича Яковлева в стенах Национальной библиотеки наших основных вузов Чувашской Республики. Я очень благодарен был, как член президиума этой академии, Тихону Сергеевичу за замечательное сообщение. Поэтому я сегодня имею полное право выразить особое удовлетворение, быть участником этого замечательного события, посвященного юбилею Четы Сергеевых, и поздравить этим событием их, пожеланиями добра, здоровья, счастья, дальнейших успехов. Спасибо. Слово предоставляется Елене Васильевне Суховой, кандидату исторических наук, доценту кафедры английского языка Чувашского государственного педагогического университета. Дорогие друзья, вот не только говорить, а вот стоять рядом с этими людьми великими, вот запомните, молодые люди, великими людьми своего времени, это огромная честь, это огромное волнение, ну, а тем более говорить о них. Это люди, которые отдали, можно сказать, все свои вот эти годы, всю свою жизнь и отдают ее беззаветному служению Родине, своему народу и, конечно, беззаветно преданы делу науки. Но мне тоже хочется, так же, как и до меня, подчеркнуть, предыдущие ораторы, подчеркнуть уникальность этого семейного союза. Это действительно бывает, ну, просто редчайшее в истории такое совпадение. Вот то, как эти люди нашли друг друга, и то, как они живут сегодня, с их удивительными семейными традициями, с их удивительными детьми, внуками, с тем, что за свои такие вот, за свой семейный союз они получили орден
за любовь и преданность. Это дорогого стоит. И мне кажется, что вот именно этот семейный союз, эта семья и стала залогом их состоятельности и научной, и общественной, и самой-самой разнообразной. Вот это, наверное, самое главное. И Тихон Сергеевич, и Валентина Ефремовна, мне кажется, выполняют благороднейшую миссию на земле. Они врачуют душу и тело. Вот это их миссия. И недаром вот в книге о Валентине Ефремовне, наверное, вот такой девиз: «Жить по законам добра и справедливости». Так живет эта замечательная чета. Но каждый из них, еще хочется это подчеркнуть, каждый из них в своем роде титан науки, прежде всего. Мне тоже хотелось бы сказать, несколько более подробно остановиться на деятельности Тихона Сергеевича Сергеева. Наверное, еще и потому, что он мой научный руководитель, и я этим горжусь. И что я до сих пор состою в составе его научно-педагогической школы истории государственных учреждений России. Тихон Сергеевич, давайте отметим это еще раз отметим, что он сыграл неоценимую роль в становлении исторической науки Чувашии. А в изучении истории национальной культуры Тихон Сергеевич не имеет себе равных. Его перу принадлежат исследования в области истории, новейшей истории Чувашии, Поволжья, России. Он очень активно работает, и повторять вот эти титулы научные, то, что о чем сегодня говорили, общественные, государственные общественные награды, просто займет очень много времени. И сегодня Тихон Сергеевич тоже трудится, сегодня говорили об этом, вдохновенно, он также энергичен, также целеустремлен, очень многое делает для того, чтобы создавать музеи, чтобы увековечить имена наших великих земляков. И мне кажется, наш долг сегодня, долг не только благодарных учителей, но и всех тех, кто знает чету Сергеевых, великую семью Сергеевых, Валентина Ефремовна и Тихона Сергеевича. Наш долг всячески пропагандировать вот этот бесценный, научный и семейный, и всякий другой опыт. Вот к этому я вас всех призываю. А вас, дорогие, неподражаемые, замечательные, любимые Валентина Ефремовна и Тихон Сергеевич, я тоже поздравляю с вашим праздником и хочу пожелать вам крепкого здоровья, долголетия, новых научных подвигов и, конечно, семейного счастья. Сергеевы принимают активное участие в общественной жизни университета, были членами факультетских и университетских профсоюзных органов. Тихон Сергеевич является основателем музея Ильи Николаевича Ульянова в нашем университете. Он был парторгом кафедры отечественной истории, ученым секретарем факультета, ученым секретарем диссертационного совета. Долгое время работал научным консультантом музея Ильи Николаевича Ульянова, руководил сводным студенческим отрядом на уборке урожая в колхозах и совхозах Чувашии, был лектором обкома КПСС и общества знания. Валентина Ефремовна является заместителем декана по специальности сестринское дело, членом ученого совета и председателем профбюро медицинского факультета. Слово предоставляется Светлане Петровне Ивановой, заведующей межкафедральной учебной лабораторией медицинского факультета, заместителю председателя профбюро медицинского факультета. Я вот сейчас тут стояла, слушала все эти добрые слова, которые высказывались присутствующими, и меня, как химика, озарило. Валентина Ефремовна и Тихон Сергеевич – это как два катализатора в семье, понимаете? Они как-то взаимодополняют друг друга, взаимопомогают, и поэтому у них такой эффект. Итог их семейной жизни. Такие прекрасные дети, такие прекрасные внуки, и даже правнучка у них есть. Вот они какие богатые. Не говоря уже о тех научных трудах, о тех кандидатах, о тех докторах, которые они воспитали и выпустили.
Спасибо вам большое. Еще мне хочется сказать по общественной линии. Валентина Ефремовна, она прекрасная организатор. Она может на пустом месте что-то создать, организовать, вывести. У нас ежегодно проводятся очень большие мероприятия, празднования, скажем, таких праздников, как День медицинского работника, когда большая группа наших сотрудников выезжает за город. Проводится празднование Дня матери. В этом году немножко с опозданием, но вот в это воскресенье Валентина Ефремовна вывозит большую группу наших сотрудников с детьми, с внуками. Опять же за город в санаторно-курортный комплекс «Волжанка». И что еще хочется сказать? Во всех этих мероприятиях Валентина Ефремовна очень поддерживает Тихон Сергеевич. Он принимает участие, не во всех, конечно, но в поездках, ежегодных поездках летом, в июне месяце обычно мы это организуем, в конце месяца, когда уже сессия кончается, в рамках программы, нашей факультетской программы, мы гордимся этим, «Изучи свой край». Экскурсионные поездки по нашей республике. 2-3 точки. Музеи, монастыри. И вообще вот такие интересные, прекрасные места по нашей республике. Тихон Сергеевич тоже принимает участие. В прошлом году, когда мы выезжали в ближайший наш музей в Кугесе, смотрели музей Бичурина, да, Тихон Сергеевич нам очень много интересного сказал в дополнение рассказу нашего экскурсовода. Я была поражена этим. Оказывается, он даже выпустил какой-то труд, я, к сожалению, не помню этого, по Бичурину. И очень быстро написал такое, знаете, стихотворное, как это объяснить? Ну, стихотворение такое большое о нашей поездке. Вообще было чудесно. Спасибо вам большое. Я желаю вам дальнейших сил, крепкого здоровья, для продолжения вашей деятельности, для творческой работы, для научной работы, для семейной жизни. Спасибо вам большое. Супруги Сергеевы – активные члены Чебоксарского землячества «Канашсем». Слово предоставляется Раисе Руфимовне Андреевой, члену землячества «Канашсем», известной чувашской певице, лауреату международных конкурсов. Хизепле ударсем, ибо саламламай кельдем, канаш ендешлихенчен, Юрий Алексеевич Тарасов, Пелезияны были. Хизепле Валентина Ефремовна, Тихон Сергеевич, Ежинза Ильземер канаш енчен, пысок салам, сывалах сире, борам эмер, Ялнак симбили бульчер юнашар шагамбек шамрак студентсем, шамрак аспирантсем, докторантсем. Таваланал шупса сире шавра юрма юласа саламлас келе. Мен жинесем юрадуран балах булай шемье, Сергей сын шемье юрадуран. Наука шебеде шлеме, наверное, балах юраду хилихеме тапсады на белевалыше. Блега малыш, бреседрай. Куда пуфан юрея, юраду утравя. Япа. Каждый хизепле згавя, чака самла вырана, чын юраду утравя, тенчере Тихон Сергеевич, и бир мухтанат парсиринбеле, и бир талпанат парсирин, и сипирши чан-чан, пысак, шире, янгар шудатса драган, теслях тавзере, пысак тав. Тихон
Тихон Сергеевич и Валентина Ефремовна живут в любви и согласии и идут по жизни рука об руку более 50 лет. Дружная семья Сергеевых вырастила и воспитала двух замечательных дочерей – Алину и Инессу. Алина Тихоновна уже доктор наук. У них 3 внучки, 1 внук и 1 правнучка. Указом главы Чувашской республики от 7 июля 2016 года семья Сергеевых награждена орденом за любовь и верность. Слово предоставляется нашим юбилярам Тихону Сергеевичу и Валентине Ефремовне. Уважаемые участники этого мероприятия, вот я очень много лестных слов услышал здесь, конечно, некоторые вещи авансом. Вот, что сказать, такие же студенты, как здесь стоят, в пединститут поступил, там 17-летний парнишка, позади там трудное детство, тут студенческая жизнь, разные учебы, увлечения, тоже сначала педучилище, сразу общественное мероприятие. Я ходил в духовой оркестр, в педучилище 4 года, в пединституте 5 лет. Значит, 5 раз в неделю обязательно надо, чтобы губы привыкали. Потом ходил я кружок, закончил кружок радиотелеграфистов в педучилище. В пединституте увлекся спортом, стал чемпионом Чувашии. 59 год бега на 30 километров. Все делали мы. Науку увлекся и стал доктором наук. Но я студентам говорю, такие же вы были. Я тоже такой же был. Будьте еще дальше будете, чем мы. Теперь насчет семьи. Ну, у нас Каменск-район, мы оба спортсмены. У нас совершенно разные специальности. Нас только одна тема объединяет. Когда я преподаю историю, у меня есть тема происхождения жизни и происхождения человека. А у нее есть тема происхождения жизни человека. Я изучаю социальную сторону человека, она биологическую сторону. А дальше мы друг друга совершенно не понимаем. Как и термины и так далее. Мы просто помогаем тем, что предоставляем друг другу время. Знаете. А когда что-то надо делать, нам даже дети помогают. Кому тяжело, все туда бросают свои силы. А раньше ведь печатали на машинке 5 экземпляров. Тик-тик, ты сидишь, печатаешь. Вот допустил ошибку, надо 5 экземпляров ставить там буквы и там что-то приклеить. Даже дети помогали. Вот так дружная семья у нас была, и мы уже 40 с лишним лет называем газету нашу «Искорка» называется. Вот. У нас уже 250 номеров издано, и даже альбом сделали. Тоже все живут одним интересом в нашей семье. Но я просто пол, так сказать, переживаний, я стихами очень выразить вам. Пока я ехал сюда, я потом составил. Не возрешите, я домашний поэт. Кстати, за вашей спиной там 4 выпуска моих стихов на Парнас, на всю час. А это буквально было вчера 4-й выпуск. Вот сегодня я получил 4-й выпуск, тираж. За вашей спиной там это сборник. Сколько народу собралось? Ольге Николаевне это удалось. Пришли чтить нашу семью, вуза частичку одну. Университет на глазах рос и стоит на ногах. Я в составе филфака оказался здесь пред фактом. Кафедральный партгруппор не мог вести всякий торг. Создать музей был приказ. За дело взялся тот час. Сколько было у нас сил, Поволжье исколесил. По частицам экспонаты для музея были взяты. Через 4 года восторг подвел трактат итог. Музей Ульянова открыли, и словно вуз обрел крылья. 30 лет с тем экспонатом был научным консультантом. Вуза музей украшал, визитной карточкой стал. Лекции и семинары, монографии экземпляры, конференции и съезды, с профориентацией наезды, аспиранты, докторанты, от Большой Волги таланты. Сколько прожито здесь лет, поставили в душе след. Моя жена Валентина, братей готовила поныне, в том же вузе, что и я, мы профессорская семья. Благодарны ректорату, что, несмотря на затраты, быстренько организует, молодежь мобилизует. Спасибо за внимание. Сейчас сказал. Чуть-чуть могу добавить.
после окончания Чувашского государственного педагогического института в 1970 году я пришла на кафедру биологии, заведующая Дина Семеновна Гордон. Она у меня руководитель, научный руководитель. Но как вторая мама всему учила. Все-таки Чувашская, из Чувашского села, наверное, она увидела какие-то задатки мои, может быть. Мне не надо было 2 раза сказать. Мне было достаточно 1 раз. Она скажет, вот это надо делать. И всегда выполняла. И не хотела никогда подводить людей, которые меня окружают. За это время, за 48 лет работы, уже 5 ректоров поменялось на университете. Все очень по-хорошему относились к нашей семье, лично ко мне. И 5 деканов. Валентина Николаевна у нас 5-я, которая поддерживает. Даже вот эту всю организацию, сегодняшняя организация, именно это ее дело, ее направление. Как можно вот так вот относиться к своим окружающим сотрудникам? Это вот пример для всех. Я вам всем желаю, в общем, счастья, добра, и чтобы у вас глаза всегда сияли, радовали людей, и в то же время все было тепло у вас в душе. Спасибо вам, что пришли. Ваш жизненный путь – это путь людей, идущих по жизни с открытым сердцем и душой. Все ваши друзья, коллеги, все те, кому выпало счастье общаться и трудиться с вами, знают вас как людей самых высоких душевных и деловых качеств. Ваши организаторские способности, помноженные на опыт и профессионализм, служат ярким примером образцового исполнения своего долга. Есть желающие выступить? Слово предоставляется Василию Николаевичу Пушкину. Я думал, уже пролет, все, завершаем. Так, все-таки мы сегодня отмечаем праздник сыновей славных дочерей чувашского народа, поэтому позвольте мне сказать по-чувашски. Кунда Чаваш нации конгресса Яшебегильне, ондан президент члене, тогда науку уйрамен пуштахе. Он зарабочне Шуваш Хартахан Сирепельме, Чаваш нации конгресса бур, ондан руководителей, ердюжи. Тем не было Тихон Сергеевич Пересовини было загнали, был писательцем, чуваш писательцем продлеживать чедрать, и параллельно союзом чуваш профессионал писательцем, председатели, заместители. Чаванба тем еще я отпада Сирен Саламлашин Тихон Сергеевич Чанмалдан, Сирен Мажара, он надо человеком баблит. Но мы для голова Чанмалдана Тихон Сергеевича Эбана Калашин. Университет пшикпельши через шулда бедердемде мана тюлей университет ракиштеме говорчеш. Шамракшинна иштеме тиденма шамалах пулмаре. Тихон Сергеевич ончехте шамрак войдежен. Ну май получится братче. Те приябала Кайран Буранзан и балда филолога врене ман историка врене скельче. Вара ман Тихон Сергеевич подниче время медивре. Тихон Сергеевич, мана хайбатте диплом жирмада чендече, епченашта прогаразах и диплом жирдам истории факультетниче. Шаванба конгресс яджибе, халых яджибе, шапла галаскнетман. Сергеев сене, чаваш хушинче, хутла вренничензе, пельмежен жук. Чаваш хушинче, хутла пельмежен жук. Аплавулзасан, педем чаваш халыхе, Тихон Сергеевич па, мужерне пидела их полище. Меньшиндезель перечинахта шинна, чунне, черине, унан, пуяндахне, чун пуяндахне депшет, те привара, шав чун вырнашта дороган, где келеткене, педембей, врачпек, пухсадухать. Шавнба Валентина Ефремовна, Галаскелет мандада, шенье рекаштах пропечек вортандагада, ман мажер, унба юна жаришлеть, шавнба вазе приберне такшанба килиштереш, Келеген зембара конурна галак. Вот те шархирарбек бенде булма бир билдерже. Вот эти бенде бит ухайня тит калама берет. Шам ба те вот епкунда галсире Тихон Сергеевич Чанмалданах угаслов яджибе Юрий Ядарлаза Хирилля салам галашан
Малашида Жагрбеков. Файнабулар, молодежи хочу сказать. Тихон Сергеевич не очень-то подчеркнул, почему он, кто скажет, что ему 80 лет? Потому что он всегда занимался спортом. Всегда спортом занимался. Вот поэтому и не верится, что ему уже, как Виктор сказал, 17 лет. Спасибо. Уважаемые коллеги, добрый день. Тихон Сергеевич, Валентина Ефремовна, позвольте поздравить вас с такой датой, которая даже не укладывается у молодежи в голове. Так как меня не представили, наверное, стоит представиться. Я представляю Академию технологий управления от имени ректора Селиванова Ивана Михайловича. Вот такие искренние поздравления. Здесь все присутствующие так или иначе соприкасались с нашими виновниками торжества. Так как, в общем-то, я не случайно оказалась в числе гостей, я скажу, каким образом меня лично коснулось вот это торжество. Я тоже студентка Тихона Сергеевича, училась, тоже выпускница нашего университета, а с Валентиной Ефремовной мы столкнулись, ключевое слово, когда рассказывали о биографии Валентины Ефремовны, это декан сестринского факультета. И в нашей академии тоже открыта специальность, программа образовательная, сестринское дело. И Тихон Сергеевич, он же не может свой такой багаж огромный, я не думаю, что он тяжелый и сложный, а именно богатый, содержательный, не передавать молодежи. И он, будучи руководителем практики студентов педуниверситета, которые проходили практику в нашей академии, пришел буквально в позапрошлом году, Тихон Сергеевич пришел на проверку студентов, как они проходят практику. И я, естественно, была безумно рада тому, что он, педагог, у которого я училась, пришел посмотреть на своих студентов. Я даже волнуюсь, чувствую, как будто бы экзамен сдаю Тихону Сергеевичу. Здесь мои педагоги тоже. И вот мы в разговоре проговорили, потому что с Валентиной Ефремовной не были знакомы, и слово за слово, и выяснилось, что Валентина Ефремовна декан сельского дела. Так нам, говорит, сам Бог велел сотрудничать с вашей семьей. И буквально у нас пошли встречи со студентами. И вот сейчас Тихон Сергеевич у нас продемонстрировал свои стихи. И будучи на нашей встрече, у нас были несколько встреч со студентами. Студенты наши, если студенты университета это свои, получается, а наши, они бы посторонние, получается, они сидели, раскрыв рот, в кавычках, слушали о жизни, о пути Читы Сергеевых. И на ходу, пока эта встреча шла, Тихон Сергеевич тут же об этой встрече сочинил поэму, скажем так. Дети подхватили, и потом, когда всевозможные мероприятия, говорили о спортивных моментах, то, что ученые это дать с большой буквы, а вот еще ведь есть другая жизнь. И наши студенты всегда говорили, когда что-то не хотят на физкультуре, а вы помните, к нам приходил этот профессор, он выходит на лыжню, он выходит на все дистанции. И осталось в душе И когда Тихон Сергеевич сейчас в конце буквально сказал, что газету выпускают, и наши студенты тоже переняли в группе, тоже устроили летопись группы. Эти встречи, они дорогого стоят, конечно. И мы, в общем-то, пользуясь случаем, что здесь Валентина Николаевна, здесь тоже, это я уже по поручению ректора нашего Селиванова Ивана Михайловича, нашего профессора, предлагаю, призываю вас подписать договор с нами о сотрудничестве уже официально на бумаге. Мы так неофициально сотрудничаем, потому что ваши приходили сотрудники к нам из профориентации, потом буквально в марте, по-моему, мы были, и продолжить это сотрудничество. Мы готовим и сестринское дело,
информацевтов. Сейчас мы лицензируем акушерское дело. То есть мы поставляем вам кадры со среднепрофессиональным образованием. И, в общем-то, это, конечно, плюс будет. Вы прекрасно знаете, что студенты с такой базой, они являются хорошими впоследствии практиками, врачами впоследствии. Так что вот, это мне Иван Михайлович велел передать, обязательно выступить вот именно с этим предложением, что это было публично, и чтобы не было причин для отступления. Но это просто так. Валентина Ефремовна и Тихон Сергеевич, огромного вам здоровья, вы богаты вот своими последователями, своими студентами, своими родными, близкими. И, конечно, вы этим здоровы. Желаю вам и дальше, чтобы ваше здоровье ни в каком, ни физическом, ни духовном вас не подводило. Крепко вам здоровья. Спасибо вам большое. Тихон Сергеевич, а вам особенно спасибо, так как я была в ваших руках и была у истоков вашего профессионального такого багажа. Большое вам спасибо. Здоровья, здоровья, здоровья. Слово предоставляется студентам медицинского факультета. Мы являемся студентами первого курса медицинского факультета. И Валентина Ефремовна является нашим педагогом на кафедре биологии, паразитологии с курсом микробиологии. Я бы хотела поздравить юбиляров, дорогого Тихона Сергеевича и нашу незаменимую Валентину Ефремовну. Хотелось бы вам пожелать крепкого-прикрепкого здоровья, чтобы вы были счастливы каждую минуту своей жизни. И хотелось бы сказать, что Валентина Ефремовна – это педагог, наверное, с большой буквы, потому что никто другой, как она, не может заинтересовать в нас в новых темах. Ее очень интересно слушать, и пары пролетают буквально за секунду. Спасибо вам большое. Нам очень важно чувствовать вашу поддержку и вашу любовь. Мы вас очень сильно любим. Спасибо. В адрес юбиляров было сказано много теплых слов. Уважаемые Валентина Ефремовна и Тихон Сергеевич, примите наши искренние поздравления со славным юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, бодрости духа и еще многих лет жизни, полной радостных минут. Я хочу всех поблагодарить, кто пришел сегодня на чествование моих родителей. Это большой пример добра, любви и справедливости. И самое главное, они нас всегда учили жить в уважении друг к другу. За все эти годы я никогда не слышала, чтобы они друг к другу обращались грубым словом. Мама, показывая свое уважение, она даже обращается к нему: Тихон Сергеевич. И даже не только папа, а Тихон Сергеевич. И я хочу, чтобы вот эта вот любовь двух пар, она всегда оставалась и дальше. Любите себя друг друга, будьте здоровы. Говорят, что любовь – это не сидеть и смотреть друг на друга. Любовь – это когда смотришь в одном направлении. Вот они все эти годы, как я их знаю, они всегда смотрят в одном направлении, когда-то опережают друг друга, когда-то идут рядом друг с другом, и всегда делятся всем этим с нами. Мы, когда росли, мы все это видели, мы на этом выросли, и другого отношения между родителями я никогда не видела. Большое вам спасибо. Большое спасибо всем гостям, кто сегодня здесь присутствует. Пожалуйста, мы вас приглашаем на эту выставку. Спасибо еще раз. На этом торжественная часть нашего мероприятия считается закрытой. Хочется поблагодарить ректора университета Андрея Юрьевича, членов ректората, научной библиотеки, медицинскому факультету за помощь в организации выставки и всем присутствующим за то, что пришли на наше мероприятие. И до новых встреч! И перед тем, как приступить к осмотру выставки, приглашаем встать на общее фотографирование.